Эфир нашего телеканала продолжит итоги дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Вакцинация от коронавируса в Якутии идет хорошими темпами, но есть отставание на предприятиях. Крупнейший региональный онкоцентр строят в Якутске с опережением графика. Жители Ленска, вошедшие в программу переселения, столкнулись с проблемой. К новому микрорайону не подвели дорогу. Порядка 600 человек в Алдане подали заявление на перерасчет пособия на детей, но некоторым их вернули. Каковы самые частые причины отказа? Джип «Спринт» весенний стандарт прошел в Мирном. За ходом гонок наблюдала наша съемочная группа. Эвакуирован первый фрагмент ракеты-носителя, обнаруженный в Алданском районе Якутии. Напомним, пуск «Союз-2» состоялся с космодрома «Восточный» 26 апреля. С 19 мая в Алданском и Кобяйском районах ведутся поиски и эвакуация отделяющихся частей аппарата. Сегодня спасатели распилили на части одну деталь и отвезли ее с места падения в город Алдан. Обнаруженный фрагмент помещен в специальный контейнер для дальнейшей отправки на утилизацию на космодром «Восточный». В Кобяйском районе поиски на сегодняшний день не дали результатов. В помощь привлекут беспилотный летательный аппарат. Между тем, очередной запуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» запланирован на 28 мая. Теперь о лесопожарной обстановке. 13 лесных пожаров зафиксировали на территории 6 районов, из них локализовано 3. По данным авиалесоохраны, пройденная огнем площадь с начала наблюдения более 14,5 тысяч гектаров. Борьбу с огнем ведут 180 человек и 8 единиц техники. За сутки составлено 10 административных протоколов. Огонь в 10 километрах от населенных пунктов замечен в Нюрбинском, Чурапчинском, Горном и Татинском районах. А в Усть-Майском установлен предположительный виновник возгорания. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании порубочных остатков. Технику для борьбы с лесными пожарами доставили в Якутию. Ее приобрели в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным. В поселок Нижний Бестях из Барнаула доставлены 3 единицы лесопожарного трактора с плугом ТЛ-4. Также в ближайшие дни ожидается поступление 25 квадрокоптеров и 20 комплектов для спуска системы кошевника, говорится в сообщении. Вакцинация от коронавируса в Якутии идет хорошими темпами, однако есть отставание на предприятиях. Глава региона А.С. Николаев провел заседание оперативного штаба. Напомним, что за минувшие сутки в регионе выявили 110 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе в Якутске 52. В Мегино-Кангаласском районе 14, в Вилюйском 7, Сунтарском 6, Амгинском 5, по 4 в Усть-Алданском и Кобяйском районах. По словам Николаева, в ряде районов складывается тревожная ситуация, растет и число тяжелых случаев заболевания. Ежедневно в такую форму переходят или же выявляются порядка 20 человек. Глава региона поручил ускорить темпы вакцинации граждан. Количество людей с подтвердившимся диагнозом COVID-19 увеличивается, однако по сравнению с прошлым годом, когда пандемия только началась, сейчас система обнаружения и профилактики болезней значительно продвинулась. Получить заветные результаты ПЦР вместо недели теперь можно за 2-3 дня. О работе медиков материал Саргланы Неустроевой. Вот так под музыку, задавая ритм, ежедневно трудятся врачи-лаборанты Якутской республиканской клинической больницы. За рабочий день всего один лаборант может обработать порядка 300 анализов разного рода. Коллектив в основном женский, по признанию сотрудников, несмотря на механическую работу, творческий и веселый. У нас очень хороший коллектив. Наоборот, кажется, что мы друг друга поддерживаем. Получается, у нас есть еще в коллективе тоже разных возрастов все, молодые, с возрастом, можно сказать, и они больше рассказывают про свое, как было раньше, как они работали. Но это тоже интересно слушать получается. Каждый из сотрудников этой лаборатории – специалист с огромным стажем. Но Сафрон Корякин буквально переплюнул всех коллег. В следующем году исполнится 60 лет с тех пор, как он стал работать в лаборатории. Признается, наука – это творчество, которое никогда не надоест. За долгие годы работы Сафрон Корякин успел запатентовать 8 изобретений и на достигнутом останавливаться не желает.
Если долго работать, конечно, закалка-то, конечно, идет. Каждый чему-то учится, каждый день, каждый год. Но я стараюсь, конечно, немножко тоже повышать свою квалификацию. Отправляли раньше на повышение квалификации. Через каждые 5 лет, хотя бы один раз, через каждые 5 лет мы должны проходить повышение квалификации. А тем временем лаборатория Якутской клинической больницы была третьей по счету в республике, где начали принимать анализы больных ковидом. Эта нагрузка легла на плечи 50 человек, и уже сегодня система обработки анализов работает как часы. 3-4 раза больше работы стало, исследований. С пандемией мы включили еще некоторые исследования. Это определение SARS-CoV, новой коронавирусной инфекции, ПЦР-диагностика, ИФА-диагностика. Еще некоторые исследования, которые отражают состояние пациентов. Изначально, конечно, мы тут беседовали со всеми сотрудниками, совместно со старшими, дублерами и так далее, чтобы они понимали суть, чтобы все это пережили. Мы эту профессию сами выбрали, как говорится, поэтому должны работать. Профессия врача действительно призвание. Так, по словам Марии Егоровой, справляться с нагрузками им помогают не только общие усилия и поддержка коллег, но и ясное понимание своего дела. Для врача-лаборанта каждая клетка тела человека – это целый мир, который никогда не перестает удивлять. Саргалана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. Тем временем в республиканской офтальмологии Якутска начали практиковать новое направление хирургии. Оно позволит выполнять сложнейшие операции на сетчатке и стекловидном теле глаза. С последним словом в медицине ознакомился Алексей Лукьяненко. В целом витреоретинальная хирургия у нас в Якутии развивается довольно давно, но благодаря данному аппарату новейшего поколения ЕВА теперь может выполнять сложнейшие операции на сетчатку глаза с максимальной точностью. Говоря иными словами, теперь все проблемные вопросы офтальмологического характера можно решить с максимальной точностью, оперативно, безопасно. И самое главное, что данный аппарат ЕВА, он удобен как для самих пациентов, так и для врачей. Для нас, для хирургов, очень приятно работать. Это более безопасная, комфортная работа и максимальный уровень контроля во время операции и минимализация осложнений. Методики данной хирургии также применяются и при тяжелых травмах и ранениях глаз. Они высокотехнологичны, деликатны и хорошо переносятся пациентами всех возрастных групп. Значит, этот аппарат на сегодняшний день является уникальным, самым уникальным в мире. Он не имеет аналогов. Произведен он в Нидерландах, то есть это европейская компания DOR, которая занимается именно этими системами. Мы можем выполнять высокотехнологичные операции на всех отрезках глаза, как передний, так и задний, и сводим к минимуму какие-то осложнения послеоперационные. Операция длится от 20 минут до нескольких часов в зависимости от диагноза. Малоинвазивный характер хирургических вмешательств минимизирует возможные риски и осложнения и позволяет значительно сократить сроки реабилитации. В общей сложности пациент проводит в клинике всего день. Прохожу лечение, у меня язва роговицы. Лечение идет нормально. Начинается уже улучшение. Как рассказал главврач Иван Луцко, на этом новшества в больнице не заканчиваются. Впереди еще много планов, в том числе революционных. Ну и самое главное, что мы планируем, это, наверное, будет революционное решение, которое мы сейчас совместно с Минздравом пытаемся реализовать. Это чтобы пациенты с катарактой не выезжали с своих районов. Система ЕВА стоит совсем недешево – 10 миллионов рублей. Зато благодаря ей значительно увеличится скорость проведения операций. Удалить катаракту теперь можно за 5-7 минут. А чтобы исправить отслоение сетчатки, нужно около часа вместо 2. Алексей Лукьяненко, Григорий Охлопков, Якутск. Полным ходом идет строительство здания онкологического республиканского центра. На сегодняшний день рабочие опережают график. Масштабный объект финансируется в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» государственной программы развития здравоохранения. Более подробно об объекте Анна Васильева. Первая свая здесь была забита еще в 2017-м, но вплотную реализация проекта началась 2 года назад.
И вот уже готовность одного из самых масштабных медицинских объектов в республике составляет 35%. Объект сам сложный, большой, считается одним из крупных проектов на Дальнем Востоке и очень высокотехнологичный. Здесь имеются очень большие слаботочные системы, которые работают центральным, управляются центральным пунктом, и все система взаимосвязана. Здесь используется свыше 200 тысяч метров кабельной продукции. Действительно, объект поражает размерами. Общая площадь 25 670 квадратных метров. 4 блока. Один основной. Здесь будет располагаться поликлиник-диагностический центр на 210 посещений в смену. И 3 сопутствующих. Подстационар на 180 коек и хозблок. 4-этажные здания, на которых ежедневно трудятся более 100 человек. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по кладке наружных стен, фасадные работы, по монтажу вентиляции, монтажу внутренних перегородок, отделочные работы, монтаж электрики и сопутствующие работы. На данное время все монолитные работы завершены. Подрядчики ООО «Адгезия» и «Кинг-95» закончили возведение основного каркаса здания. На днях здесь побывал глава республики. Ознакомившись с ходом работы, Асен Николаев дал новое поручение – ускорить темпы строительства и ввести онкологический центр не в 2023 году, как планировалось, а в 2022. Строительство идет в графике производства работ. Если мы считаем 23 год годом ввода, то мы идем с опережением. Если вот по поручению главы у нас срок сдачи, если передвигается на 22 год, то мы должны сейчас скорректировать и тоже усилить работу в данном направлении. Важные задачи стоят не только перед строителями. Система здравоохранения уже решает вопросы кадрового оснащения, подготовки медицинского персонала. Врачей готовят на базе кафедры онкологии Мединститута СФУ, федеральных и зарубежных медицинских центров. Параллельно ведется работа по оснащению современным оборудованием. Всего к открытию онкодиспансера потребуется более 1000 работников, медицинского и вспомогательного персонала. На сегодняшний день, наверное, это самый актуальный объект, который нужен для республики. Мы боролись за этот объект больше 10 лет. Мы очень благодарны правительству Российской Федерации, Асену Сергеевичу за то, что он помог нам реализовать все наши планы. Вы знаете, что онкология сегодня по всей стране, и наша республика не исключение, смертность от нее стоит на 2-м месте, очень высокий рост заболеваемости. Отрадно, что в нашей республике сегодня повысилась ранняя выявляемость онкологическими заболеваниями. Мы для этого очень много делаем, но, к сожалению, то, что делает сегодня первичное звено, уже недостаточно. Высокие технологии идут вперед, и, конечно, нашей республике требовался такой современный онкологический центр. Новый центр должен стать флагманом всего Дальнего Востока по онкологической помощи. Якутские медики уверены, его открытие позволит существенно снизить цифры тревожной статистики по онкозаболеваемости. Анна Васильева, Екатерина Амосова, Илья Сыромятников, Якутск. Началась реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорте Якутска. На период работ воздушная гавань продолжит работать в штатном режиме. С сегодняшнего дня на строительно-монтажные работы закрыт участок полосы длиной 625 метров. Авиационное сообщение обеспечивают авиакомпании «Якутия», «Алроса», «С7», «Ир Аэро» и «Уральские авиалинии». На расписание рейсов внутри региона реконструкция также не повлияет. Работы не скажутся и на сборах с тарифами. После ремонта с октября аэропорт Якутска начнет эксплуатировать взлетно-посадочную полосу с полной длиной 3400 метров. Более 40 объектов отремонтируют в этом году в Якутске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из них 8 переходящие на ближайшие 2-3 года. Самый масштабный капитальный ремонт проспекта Ленина, на который выделены 1 миллиард 700 тысяч рублей. Работы планируют полностью завершить в 2023 году. Еще один крупный объект – это реконструкция объездного шоссе. Согласно плану, закончить его должны к концу ноября этого года. Объем работ предстоит серьезный. Объездное шоссе у нас протяженность участка составляет 4 км 200 метров. Она будет в четырехполосном варианте с барьерным ограждением, чтобы разделить транспортные потоки. Будет отдельная велосипедная дорожка и тротуар отдельно. Жители Ленска, вошедшие в программу переселения, столкнулись с проблемой. Им предоставляют новое жилье, но дома, куда переселяют людей, находятся в микрорайоне, в котором пока нет подъездных путей.
В связи с этим администрация города приняла решение поучаствовать в конкурсе на предоставление субсидий из Республиканского дорожного фонда и выиграла его. Был разработан проект. Сумма на строительство 72 миллиона рублей, 13 из которых уже выделила районная администрация. Еще 59 миллионов в течение 2 лет получит частями городская администрация. Работы начнутся уже в этом году. До 15 июня нам доведут денежные средства, мы сможем объявить аукцион. Ну и, скажем, где-то с 10-15 июля подрядчик выйдет на работы. И в течение, скажем, 2 лет, до конца следующего года, мы планируем, что дорога будет сделана, обустроена. В поселке Кангаласы строится новый социально значимый объект – школа-сад. Он даст толчок развитию не только поселка, но и всей территории, включая Тор Кангаласы. За ходом строительства наблюдал Дмитрий Тымыров. В минувшую субботу глава региона Исай Николаев совершил объезд по социально значимым объектам, строительство которых ведется в Якутске и его пригородах. Особенное внимание глава уделил новому объекту в поселке Кангаласы. Здесь строят школу-сад. В рамках программы социально-экономического развития Дальнего Востока строится данный объект. Генеральный подрядчик Кинг-95. Контракт у нас был заключен в декабре 2019 года. Со сроками завершения в декабре 2021 года. Сегодня строительная готовность объекта составляет порядка 60%. Уже ведутся строительно-монтажные работы. Прокладывается электричество, вентиляция, наружная канализация и другое. В принципе, вопросов или проблем каких-то по объекту не имеем. Должны в этом году сдать этот объект. Ну и я думаю, объект станет одной из точек роста дальнейшего развития поселка Кангаласы. В будущем, конечно же, этот поселок получит новое дыхание, связанное и с работой территории опережающего социально-экономического развития, с возможным строительством суперкампуса для среднего профессионального образования на территории Кангалас. Видно, что уже сегодня работы идут по преобразованию поселка, ремонтируются улицы, сносятся аварийные дома. Ну и появление такого нового красивого объекта, конечно же, тоже даст новый импульс социальному развитию Кангалас. По итогам осмотра объекта Исай Николаев дал поручение ответственным лицам не сбавлять темпов строительства. А первому заместителю председателя правительства Якутии Кириллу Бычкову совместно с главой города Якутска Евгением Григорьевым дал поручение рассмотреть возможность восстановления спортивного зала «Шахтер» и дальнейшую эксплуатацию здания нынешней школы. И вот эту старую школу сразу такую точку развития села. Проработаем, внесем предложение. А двухэтажное здание общей площадью более 5000 квадратных метров должно принять юных кангаласов уже в следующем году. Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Якутск. Продолжается прием заявлений от семей с детьми от 3 до 7 лет на перерасчет размера пособия. В Алданское управление соцзащиты обратились порядка 600 семей. По части заявлений получен отказ. Самые частые причины узнала Татьяна Вахнина. Мерами государственной поддержки пользуются порядка 3000 алданских семей с детьми. В районном управлении социальной защиты получатели детских выплат составляют одну из наиболее многочисленных категорий. По словам Екатерины Романовой, для их семьи дотации являются помощью существенной. Конечно, многое значит. Во-первых, на покупку квартиры, там вот на ремонт квартиры, очень хорошее подспорье. На отдельный вид государственной помощи имеют право пары, воспитывающие детей от 3 до 7 лет. Федеральную выплату граждане получают с прошлого года. В ряде случаев семьи могут претендовать на повышенный размер дотации. В настоящее время идет прием заявлений. На сегодняшний день у нас подано порядка 600 заявлений, обработано треть этих заявлений, то есть это либо отказы, либо назначения, то есть либо какие-то документы находятся еще в работе. Основной процент отказов в предоставлении повышенного пособия связан с несоответствием. Дотацию в увеличенном размере могут получать семьи, имеющие малый доход, а также ограниченный объем имущества, единиц автотранспорта и квадратных метров жилья. Если это семья, имеющая до 3 детей, то есть, соответственно, если в данной семье находится больше 2 автотранспортов, это является критерием для отказа в получении в повышенном размере. То есть прежнюю выплату они будут получать в размере 50% от прожиточного минимума, это порядка 9400 рублей, то есть, но в повышенном размере им будет отказано.
Заявления на данный вид государственной помощи подаются через сайт госуслуги либо через многофункциональный центр «Мои документы». Проверка заявлений, включающая подтверждение ряда данных, осуществляется специалистами управления соцзащиты. Заявление требует большого времени обработки, потому что за каждым заявлением-то стоит порядка более 20 запросов в различные структуры и ведомства по межведомственному взаимодействию. Если гражданину будет отказано в получении повышенного размера, в любом случае ранее назначенную выплату он будет получать, то есть здесь переживать не нужно. До истечения именно года, то есть до момента перерегистрации, он будет в любом случае получать данную выплату. Заявление на перерасчет размера выплаты, полагающейся семьям с детьми от 3 до 7 лет, граждане могут подать до 31 декабря 2021 года. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. К другим темам. Основные государственные экзамены в столице сдадут почти 4000 выпускников Якутска. Сегодня стартовал основной период для девятиклассников, который продлится до 2 июля. Аттестация пройдет в 36 пунктах. Открылись новые на базе СОШ номер 13 и Тулагинской школы. А пункт в СОШ номер 38 закрылся из-за капитального ремонта школы. Учащиеся, которые не смогут сдать экзамены в основной период, могут попробовать повторно в дополнительный в сентябре месяце этого года. А свыше 20 тысяч учащихся 9 и 11 классов закончат школы республики в этом году. С этим событием их поздравил глава республики Айсен Николаев. Он пожелал успешно пройти этот этап и найти свою дорогу в жизни. Напомним, в связи с напряженной ситуацией большинство мероприятий в школах пройдет в дистанционном формате. Национальная вещательная компания «Саха» 30 мая, в это воскресенье, проведет уже ставший традиционным онлайн-выпускной в прямом эфире. Национальная вещательная компания «Саха» в 2020 году впервые провела онлайн-выпускной для учеников, заканчивающих школу. Тогда мы получили порядка 150 заявок от разных школ со всей республики. Мы продолжаем эту традицию и в этом году. И если вы хотите принять участие в акции, отправляйте поздравления с окончанием школы в горизонтальном формате. Заявки мы принимаем до 27 мая. Отправить свое видео можно на почту НВК, выпуск 2021 @mail.ru. Последние звонки прошли в школах Нерюнгринского района. Несмотря на ограничения, разрешили проведение праздника в офлайн режиме с присутствием родителей и гостей, но при строгом соблюдении санитарных требований. В гимназии номер 1 города Нерюнгри последний звонок прозвенел для 64 выпускников. Более 10 из них претендуют на медали за особые успехи в учебе, но это они еще должны подтвердить на государственной аттестации. Напомним, основной период сдачи единых экзаменов с 31 мая по 25 июня. Последний звонок – это такое знаменательное событие, которое знаменует окончание школы. Это важный этап, который мы проходим. Этап прохождения детства, когда мы вступаем во взрослую жизнь. Я бы пожелал им не забывать своих учителей, своих наставников. Пожелал бы им также воспитывать добродетели своей души. Пожелал бы им оптимизма, никогда не унывать, даже несмотря на все неудачи, которые могут случаться в жизни. Джип-спринт «Весенний стандарт» прошел в Мирном. Заезд приурочили к 76-летию победы в Великой Отечественной войне. За ходом гонок наблюдала Марфирина Алексеева. Ну что ж, мы находимся на 11-х соревнованиях. Сегодня открытие джип-сезона, джип-спринт. Сейчас мы находимся на классе стандарт. Смотрите, вот Нива. Как новичок, я заметила, что Нива очень легко таки проходит. Там сидят такие немолодые, скажем, участники, но при этом они такие отчаянные. Вообще все участники такие заряженные, несмотря на то, что ограничительные меры и зрителям присутствовать нельзя. Поехали ломать машину. Открытие сезона внедорожников состоялось зрелищными гонками в микрорайоне поселка геологов у реки Ирилях. Внедорожный автоклуб «Медведь» уже на протяжении 11 лет традиционно проводит различные сезонные гонки. В этот раз проверить свои силы и любимые авто в экстремальных условиях заявилось около 10 гонщиков. Трасса – закольцованный маршрут, включающий в себя природные рельефы, овраги, резкие повороты, углы, а также усложнения от организаторов и трамплины. Стандартные автомобили подготовлены. 8 автомобилей. Задача у класса стандарт. Как можно проехать больше кругов за отведенный лимит времени, это 40 минут. У спортов задача чуть сложнее. Лимит времени час, плюс добавлены спецучастки.
и немножко усложнена трасса трамплинами. Но ощущение прекрасно, организаторы очень постарались, нам очень понравилось. Здорово, соскучились, хочется поездить, отвести душу. За кого болеешь? За первого, за второй номер. Это кто? Это мой папа с мамой. Муж, водитель, жена, штурман. Максим и Елена Михалевич стали гонщиками бездорожья в первый раз и участвовали в классе «Стандарт» для новичков. А в классе «Спорт» участвовал опытный олейник Петр, брат семейства. Сегодня семья заняла почетные места в 2 классах. 2-е в «Стандарте» и 3-е в классе «Спорт». Горжусь мероприятие, мы первый раз, я говорю, прям на эмоциях. Я думаю, что мы просто где-нибудь в лесу где-то погоняем. Теперь сможем, да? Теперь сможем взять. А это, оказывается, гонки настоящие. Ну, ожидала немножко другое, думала у меня, ну, не знаю. Но интересно, захватывает азарт. В «Стандарте» лучшее время и большее количество кругов показал экипаж номер 6, братья Николай и Александр Кулибаба на машине УАЗ. В тяжелом классе «Спорт» лидировал экипаж номер 5. Это штурман Иван Рябов и пилот Александр Никитин, как его называют соратники, Самоделкин. Что и неудивительно, ведь Александр с каждым разом улучшает возможности своей Нивы. 2-е место занял Александр Макартычан и Александр Шевченко на машине ГАЗ-69. 3-е место в классе «Стандарт» взял новичок Айсен Прокопьев. Айсен впервые участвовал в гонках на машине Сузуки Эскуда. Из-за ограничительных мер соревнования впервые прошли без участия гонщиков из Ленска. Осенью текущего года, если тому позволит эпидобстановка, организаторы планируют провести масштабные районные трофи-рейды. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. На этом программа подошла к концу. Не забывайте носить маски в общественных местах. Регулярно мойте руки. Держите социальную дистанцию. Немаловажную роль играет вакцинация. Сотрудники нашей редакции уже получили прививки. Не оставайтесь и вы в стороне. Спасибо за внимание и до свидания.